На этом месте на въезде в Кизлев раньше располагалось мусульманское кладбище. Недавно городские власти объявили о том, что здесь будет построен дворец зимних видов спорта. Эта новость возмутила местную мусульманскую общину. Люди негодовали. Строить на костях – это кощунство. После обращения к депутатам вроде бы удалось достичь компромисса. В середине марта власти пообещали, территорию кладбища трогать не будут, а для Ледового дворца найдут другое место. Но вскоре это обещание было аннулировано. Дворец зимних видов спорта в южном городе решили построить именно здесь. Олар бізге бөле бір теклиф етелер. Айтар, бұл топрағын бір четін біз сізге мемориал или қалдырарық дейлер. Ама бұл яғын беріңіз бізге, біз каток қойacақпыз. Ләкин о да ақылға сыйылмаған шей. Bizim балаларымыз, bizim адамларымыз мұнда келіп дуа оқıyacak. И мұнда көрерлер қатып, бұл иждатларымызды сүйеклерде халық шенленіп секре. Глава администрации города Роман Тихончук оправдывает это кощунственное решение тем, что этот участок уже и так частично застроен. А вице-премьер Евгений Кабанов и вовсе заявил, что кладбища здесь никогда не было. Чтобы убедиться в своей неправоте, одному из руководителей правительства полезно было бы познакомиться с исторической справкой, специально подготовленной местными мусульманами, и хотя бы взглянуть на старые карты, где эта земля отмечена как место мусульманского кладбища. И оно действительно когда-то занимало гораздо большую территорию, пока на его части не построили рыбный цех, автозаправку и не проложили дорогу. А еще представителям власти не мешало бы пообщаться с местными жителями, чьих родителей и родственников здесь хоронили. 1934 senesi Kizlev şehrinde военный 14 evde doğulganman. Evimiz Ali'de tura. Beni Servet ağam öldü. Şu mezarlıkka cildi. İkinci ağamını patpoli şehirde lemçiler attılar. Ana ne onda anda ciydiler. Kırımga kayıtkandan da bir şey yok. İşte şöplik bir takım yol da ben oraya varıp kaç kere kadım okudum. Bir de beni ağalarım yata, ajdatlarımız yata deyip kaç kere varıp böyle kadım okugamandır uzun. Ben mezarlıkta babam ciyildi, ağam desant vaktinde öldürdüler, ağam ciyildi. Mezarlık o yerden otup keteydik biz. O yerde deyip aytaydılar. Biz balaydık, mezarlıkla işimiz yok idi bizim. Aytaydılar, ağam anda, babam anda. Bu mezarlık edi. Это Желябуğa Перовский улицалар buna buğa karşı duraydı. Вот так. Балалар edi. Это было большой mezarlık. Большой mezarlık edi o. Там Евпаторияlarını da koyaydılar. Allah rahmet eylesinler. В 1944 году здесь еще хоронили умерших, но после депортации крымских татар кладбище сравняли с землей. Надгробия разрушили и использовали в строительстве местных санаториев. С 90-х годов местные мусульмане пытались добиться взятия этой территории под охрану. В 2001-м здесь установили памятный камень. Украина вақтында мен депутат olarak bu bir kararını kabul ettirtken edim. Bu yerge status verilgen edi местного исторического значения. Talabımız bu yer koralsın, emde kadastроy kartalarga bu mezarlık dep yazılsın dep bu malgeçe şehrin hakimiyeti болмады. Никто не слышит и сегодняшние протесты людей. И более того, как утверждают местные жители, сторонники строительства спорткомплекса устраивают всяческие провокации. Установили на земле скрывающие могилы биотуалет. Сваливают здесь мусор, который мусульманам постоянно приходится убирать. Местная община обращалась к республиканским властям, в правоохранительные органы, даже к президенту. Против строительства на месте мусульманского кладбища выступило и Духовное управление мусульман Крыма. Но представители власти заявляют, что решение окончательно, что строительство комплекса вскоре начнется, а если будут обнаружены человеческие останки, их перезахоронят. Biz oğa asılda bu şeylerge asılda razı değiliz. Şimdi biz karşımız. Ne kadar yaşasak o kadar karşı olacakmız. Niçindir o olmayacak şey. Безбожное отношение к старым мусульманским кладбищам в Крыму, к сожалению, уже становится нормой. Только недавно крымско-татарскую общественность возмутила ситуация в селе Акманай, Каменское в Ленинском районе, где при прокладке газовых труб через старое мусульманское кладбище были вырыты и разбросаны человеческие останки.
Теперь и в Кизлеве собираются построить ледовый дворец на костях мусульман.